Дорогие канажцы, если вы любите готовить, любите поесть, любите принимать гостей и любите развлекать их, то вам прямая дорога только на званый ужин. У нас проходит встреча с участниками званого ужина номер 4. И как раз сегодня здесь собрались те люди, о которых я только что сейчас вам буду говорить. Итак, сейчас я вам хочу представить новых участников, а также бывших участников нашего телепроекта номер 3. Итак, знакомьтесь, молодой, многодетный папаша Денис. Следующий участник – очаровательнейшая, спортивная, моложавая Любовь Михайловна. Третий у нас участник – очень симпатичный, очень энергичный. Это у нас Виталий Осипович. Рядом сидит его супруга. И теперь настало время представить вам бывших участников. Я хочу начать сразу с победителя званого ужина номер 3, Оли. Пожалуйста, Олечка, наша победительница. И наша вторая участница званого проекта номер 3, Маргарита Филимоновна, которая отстала от участия буквально на 20 только баллов. И сейчас, я думаю, настало время, чтобы каждый участник что-то рассказал о себе, чтобы он немножечко познакомил вас, дорогие мои канажцы, с самой. Пусть расскажет о себе, чем он занимается, какие у него увлечения, и мы будем с большим ожиданием смотреть их на наших голубых экранах. Итак, я думаю, сейчас слово предоставим Денису. Если о себе рассказывать, ничего такого необычного в принципе нет. Как и все люди, чем-то увлекаюсь, чем-то занимаюсь. Сначала что-то одно заинтересует, потом другое. Вот. Ну, конечно, могу сказать однозначно, что немало, наверное, связана моя жизнь с музыкой все-таки. Вот. Потому что это и работа, и хобби, и увлечение, скажем так. На данный момент, конечно, это дети тоже, само собой разумеется. Трое очаровательных детишек у Дениса. Да, да. Младшей девочки. Младшей Александре, да, 2 года. Ну, во-первых, я благодарна Гуле за то, что пригласила меня, выделила. Вот. Буду, конечно, стараться понравиться, быть нужной. Вот. О себе немного. Я работала в педколледже, музыкант, сейчас на пенсии, но продолжаю работать. Веду индивидуальные уроки, преподаю на гитаре, преподавание игры на гитаре. Вот. И ученики очень интересные, способные, и, в общем-то, вот в Канаше много способной молодежи, что меня очень радует. Я Глущенко Виталий Осипович, бывший директор протезного предприятия, на котором отработал 16 лет. Ну, на пенсии сейчас, конечно, нахожусь, занимаюсь общественной работой. Ну, мое главное хобби – это пение. Я раньше был солистом Дворца культуры, сейчас тоже не забываю пение. На 9 мая выступал в Юдино. Всем понравилось, за что заработал грамоту. Ну, тоже впервые на этом проекте. Очень интересно и, честно говоря, побаиваюсь, потому что действительно что-то необычное для меня. Ну, поживем, увидим. Все правильно. Ну и Марина Степановна, что-нибудь вы тоже добавите в дополнение к словам Виталия Осиповича? Вы все-таки его супруга надежный тыл, группа поддержки. Очень жалко, что я ни одной передачи не видела. Вот сейчас, так сказать, сижу и думаю, что я много упустила. Так что, прежде чем подойдет или очередь моего мужа принять участие и принять гостей, так сказать, надо что-нибудь посмотреть, хоть в архивах ваших или где-то, потому что это... Вот даже вот сейчас сижу и присматриваюсь, как чашечки, как положена ложечка. Мы же все-таки уже пожилые, не так сказать, мобильные, может быть. Будем так стараться. Будем стараться, да. Ничего. Самое главное, что вы Да, очень поможете Виталию Осиповичу, потому что вы вдвоем
насколько я знаю, в городе очень знаменитый, потому что вы очень творческие люди. Так, ну а теперь я бы хотела предоставить слово нашим бывшим участницам, потому что очень хочется, чтобы наши бывшие участницы поделились своим опытом. Обязательно. Эх, Супер! Эх, яблочко, да на тарелочке, надоела мне жена, пойду девочке. Пошли, моряцкий танец. Вот теряешь, а то полжизни. Сейчас третий дубль уже пошел. Пока репетиция. И И вот сейчас я слово хочу предоставить Оле. Когда тетя Гуля подошла ко мне и сказала, что Оля, нужно участвовать в этой программе, я категорически была против. Я безумно переживала, волновалась. И вот после, наверное, длительного времени штурма в мою сторону я согласилась. Вот. Ни на секунду не пожалела о том, что я принимала участие в этой программе. Было очень весело. Познакомилась с замечательными людьми. Каждый день что-то новое было. Кушали такие вкусные, изумительные блюда, были очень интересные развлечения. Вообще, вот даже вот на 1% нет сомнения, что у вас не должно быть сомнений, что нужно участвовать в этой программе. Спасибо. Никакого страха вообще не должно быть. Все вот пройдет прям гладко. Гузель Камильевна помогает. Замечательные операторы, обстановка домашняя, уютная, все супер. Хочу представить вам, да не представить, вы уже ее знаете, знакомы все и полюбили ее. Очень многие, судя по просмотрам на ютубе, очень многие полюбили именно званый ужин у Маргариты Филимоновны. В некотором царстве, в российском государстве, жил-был принц. И был у него верный конь. А навстречу им принцесса. Девушка-студентка, сладкая конфетка, милый голосок, тонкая монетка, птичка бриллиантная, девушка-студентка, глазками стреляет метко. И только хотел поцеловать он принцессу, вдруг разверглись небеса, тучи стали гуще, и появился он, злодей Кощей! И завязался бой не на жизнь, а на смерть. И пристрелил Кощея в голову и убежал в далекие края. Вот, и вот сейчас Маргарита Филимоновна вам, потому что она тоже очень... Очень интересный званый ужин был у Маргариты Филимоновны. Первый раз одела чувашские наряды, танцевали танцы. Мы экспромтом выучили танец за 3-4 минуты. И все танцевали чувашский танец. Было реально здорово, да. Вот, Маргарита Филимоновна, расскажите, что развеяло ваши страхи? Вот что повлияло на это? Так же, как Оля сказала, Гузель Камильевна уговорила, вот честно говоря, уговорила. Я нисколько не хотела, она вот умеет уговаривать, но это, конечно, хорошая черта человеческая. Я как-то быстро вот так согласилась, а потом через некоторое время, через неделю уже, когда начали выговаривать, там чего-то смотреть и присматриваться, что-то страшно стало. Муж говорит, все, не будем снимать, все, домой не привози, не поводься. Так же у меня было. Все, говорит, не привози. Я-то где-то у меня еще осталось это, как бы, еще желание сниматься, но дети, и внуки, и муж, самый главный муж, все против были. А потом, когда начались съемки, когда я начала ходить по гостям, мне это очень понравилось. Да, уж. Наверное, что-то родится. Мы с ней то пытались, и здорово получилось, да? И танцоры из нас вышли.
У Коли, как у Коли интересно, ансамбль тоже создали, ансамбль новые создали. черемушки Много. называют. Поэтому не сомневайтесь, Кто на чем, удачи кто вам. на ложках, кто на гитаре, кто на чем может. Вообще здорово. И еще, конечно, большая благодарность канадскому телевидению, что вот дает возможность знакомить жителей города Канаша нашими интересными семьями, нашими квартирами, домами, да. А что интересно, оператор так хорошо снимает, и как будто у нас квартира очень даже шикарная. Большое вам спасибо. Что, как вы встречаете гостей? Это обязательно. Вспомните, как вы встречали в национальном чувашском платье. Человек к этому готовился, то есть она хотела удивить и удивила. В общем, если человек творческий, и если он хочет, чтобы его званый ужин запомнился больше всего, конечно, он приложит к этому больше старания. считаю, Вот что и все. всем было Что интересно. Оля, вот победительница, она вот выбрала морскую тематику. Все. Да, это было здорово. Все. И, Все началось и с салата. названия морские Все были, началось с всё. салата. И вот с него пошло. А что И салат? одежда. Вот просто вот люблю салат морячка. У нас он здесь тоже продается. И вот с этого салата А мы даже музейный экспонат. И все пришли красиво, я так была удивлена. Коля Костюм пришел с музейный трубкой, закрытым глазом, как пират. пират. Придумал себе название. И придумал себе. То есть все Маргарита зависит от Лимонна каждого пришла человека. красивая какая. Аня быстренько переоделась Аня в вообще тельняшку. молодец тоже вообще, очень понравилось, как Аня тоже. Родилась елочка, всю она росла, зимой и летом стройная, зеленая. Всё, припев пошел. была. Антошка. Антошка, пойдем копать, картошку, Антошка, пойдем домой, картошечку, С голубого ручейка начинается река. Ну, а дружба начинается с улыбочки, с улыбочки. С голубого ручейка начинается река. Молодец. Минуты уплывают, встречи с ними ты уже не жди, не жди, не жди. И хотя нам прошлого немного жаль. Оказывается, наши родственники живут в Италии. И они увидели званый ужин, в Италии увидели наш канадский званый ужин. Они звонят в Молдавию и говорят: а вы знаете, ваша сноха там в Италии, мы по телевизору видели, она там выступает. Как, где? Да званый ужин в Канаше. Ну надо же. Вот все-таки наше телевидение за пределы России вышло. Вот мы знаем, что вот мы все, вот Денис, там, Любовь Михайловна, Виталий Осипович. А вот какие вот домашние обстановки, какие вот в другом понятии, как говорится, вот это очень важно. Просто Поэтому, общение. да, а самое главное, мы же жители города, и у нас и званый ужин-то называется званый ужин в Канаше. Вот как есть, так и есть. Вот какие мы есть, такие мы себя и показываем. Добрый номер А два. хочу сказать, что основным рекламодателем нашего званого проекта номер 4 будет и опять Альбина Алексеевна Петрова, за что мы ей очень благодарны. Человек вот понял, и она как-то сразу включилась, и нет никаких теней сомнений, что она будет отказываться. Нет, этого не было. Она сразу сказала: я согласна, проводите. Чему, конечно, мы ей очень благодарны. Надеюсь, с ее помощью наш званый ужин под номером 4 пройдет на высоком уровне. Ну что, дорогие канашцы, совсем скоро на экранах нашего канадского телевидения начнется званый ужин, проект под номером 4. И уже через неделю вы встретитесь с участником под номер 1. А кто это будет, решит голосование. Итак, до новой встречи. Смотрите нас, болейте за участников. Вот 3 шестерки на столбе, и сердце замирает. Я на перроне в Канаше меня встречает. Ну, здравствуй, город милый мой, земля моя родная. Вдали гордился я тобой, с любовью вспоминая. Вдали гордился я тобой, с любовью вспоминая.